Жил бедный человек. Бедной он был, дитятка, прибедной. И было у него 3 дочери, 3 красавицы. Жил человек в Шендухе. Люди говорили, что этот человек среди людей был все равно как человек, а в Шендухе он белым медведем бывает. Оборачивался он белого медведя только в Шендухе. Приехал он сватать бедному человеку старшую дочь. Ее ему отдали. Повез он свою юрту. Юрта у него большая, просторная. Он дает ей 12 ключей и говорит: Ты ходи-ка в амбары, а в 13-й амбар не ходи, там тебе нечего делать. А не послушаешь меня, тады пеняй на себя. Эдак он к ней сказал и уехал в Шендуху ставить капканы. Когда он уехал, она посла смотреть амбары. Там было много рыбы и мяса. К ней очень хочется посмотреть запрет на амбар. Не утерпела, посла. Там стоят 2 посудины большие. Одной-то жива вода молода, в другой другая вода. Сунула она палец от одну бочку ту, палец стал у нее золотой. Терла она тряпичкой, завязала. Вот погодя, приезжает муж и спрашивает: Ты ходила в запретной амбар? Не ходила. А чё мне-ка там-ка делать? А чё ты палец-то завердела? Да я лучините щипала, да и бердела палец-то. посмотрел на палец и съел ее. На другой день человек едет сватать Туруту дочь. Старик-то бедный поплакал, да кого делать станешь? Привел вторую жену, то и наказывает, чтоб она-то в амбар-то не ходила. Дал ей 12 ключей и уехал в Шендуху. Она пошла смотреть амбары и тоже зашла. Не вытерпела в тот амбар. Сунула палец в воду, палец-то стал вокшу золотой. Она и испужалась. Мула палец от, да и не отмула. А он ее тоже съел и коскиче закопал в амбаре. Поехал он теперь свататься к последней дочери. Люди баяли, она Марья-то вокшу умная, в разуме тельная была. Привез он Марью-то и наказывает ей. Не ходи да в 13-й амбар-ту. Дал ей 12 ключей и уехал сам в Шендуху. Если не послушаешься, то будет тебе, как сестрам родным. Осталась Марья и посла амбарите. Тоже засла тот амбар, жала палочку, поклала в воду молоду. Палка-то стала шибко золотой, она ее спрятала. Погодя вжила кости шестрины, отмочила их, и шестрича жили. Она их и спрятала. Приехал муж и спрашивает: Ходила Марья в амбар-ту? Не ходила. Видит он, все ладно, амбар лыжкой привязан, как было. На завтра Мария говорит ему: Сходи-ка, проведай-ка моих ронных. Он дал согласие. Она стала заготавливать гостиницы к отцу, вжала большую котомку, посадила туда шестерчи, муж взял котомку и понес. Марья-то стала на крышу, да и кричит ему: По дороге не ешь гостинцы, не смотри котомку. муж-то рад. Зината у меня ловкая, да рабочая, да все за мной видит. Не тревожься, довезу, как все есть. Пришел к отцу-то и кинул гостиницу на порог и ушел. Марья-то спрашивает: Как родные там зовут? Я не заходил к ним, молча кинул на порог и домой к тебе пошел. она вокшу рада за этого. На завтра она к нему говорит: Налови много рыбы, надо ко мне домой вчера отправить. Отец вот, бедный, сам не могут. Ладно, завтра пойду сети ставить, может быть, кого-нибудь добуду. На завтра поехал он на виску рыбачить. Марья-то стала котомку собирать. Приезжает ее муж и говорит:
Завтра рано поеду в Шендугу капканы ставить, а ты меня не дожидайся. Она говорит к нему: Бери эту котомку и увяжи его до отца моего, бедного. Да скорее в юрту да сам приезжай, а то мне скучно будет оно сидести. Он не обещал все как сделать, как она ему наказывала, и пошел спать. На завтра рано вжал котомку и понес к отцу. Марья села в котомку ту. Он и не знал, что сам принес ее к отцу ту. Отец да ее сестры стали ее обнимать да целовать, стали жить хорошо. Я у них была, чай пила. Они лихато проживают, да брата наживают. Стих